Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы находимся в баскет-холле, в этом королевстве баскетбола, в столице Татарстана, и сегодня мы беседуем с одним из ведущих игроков Уникса, Джамаром Смитом. Hello, Джамар. Hello. How are you? Good. Good, отлично. Джамар, с победой над Брешей команда здорово смотрелась в Еврокубке, возглавили таблицу в группе. Почему в единой лиге не получается в таком стиле отыграть? Ну, мы стараемся, но в единой лиге ВТБ очень много команд, которые переполнены с такими классными игроками. Мы стараемся, но в этом году единая лига ВТБ очень конкурентная. Но, тем не менее, 8-е место в ВТБ, понятно, что такого сезона еще только идет, но я такого вообще не припомню в истории Уникса. Это только еще начало сезона. Я не хочу, конечно, нас оправдывать, но было сыграно не так много игр, к тому же они были в основном на выезде. Мы не закончим этот сезон на 8-м месте, будь уверен. Может, основную ставку делаете на Еврокубок? Да, конечно, мы хотим выиграть Еврокубок. Мы все за это заточены. Команда, администрация. Это одна из наших задач. Немножко отвлекусь от заготовленных вопросов. У тебя кепка НХЛ. Ты фанат НХЛ все-таки? Я поддерживаю все команды из Иллинойса, Black Hawks, Chicago Bulls, Sox. Я их всех поддерживаю, поэтому и ношу. Чикаго Буллс великая команда, great team, но есть мнение, что вот с уходом она была великой командой при Джордане, она и стала, и оставалась великой командой, но уже не была настолько величайшей, как при Джордане. Как согласны с этим, нет? Каждый фанат Чикаго Буллс знает, что времена Майкла Джордана это были расцвет команды, это были самые лучшие времена этой команды. Сейчас в команде есть несколько классных молодых игроков, но это потребует, конечно, гораздо больше времени, чтобы команде перестроиться и вернуть свое величие былое. Известно то, что ты пытался скопировать бросок Майкла Джордана. Насколько это удалось и почему до конца не удалось? Любой молодой баскетболист, все пытаются копировать Майкла Джордана, и в зале, где я тренировался, был постер с броском Майкла Джордана. Конечно, я делал вид, пытался это сделать. Все это пытались сделать, скопировать его бросок. Невозможно, да, скопировать его бросок? Коби Брайант. Это возможно, Коби Брайант сделал это. У тебя очень интересный послужной список, география клубов. Почему не остался в Америке, как, наверное, большинство баскетболистов? Не жалеешь ли об этом? Ну, это все мечтают об этом. Если бы я мог играть в Соединенных Штатах Америки, я думаю, все игроки в Европе, в Америке, в России не отказались бы играть там, но там не так много мест, поэтому я достаточно счастлив тем, что я играю здесь. Мне здесь очень нравится, это мой 3-й год, но все хорошо. В 2010 году подписал однолетний контракт с Бостон Селтикс и буквально через несколько дней был отчислен из команды. Из-за чего? Что там произошло? Уже к этому моменту у них было очень много игроков в составе, поэтому был очень маленький шанс, что я войду в состав. Но это была неплохая возможность для моей карьеры иметь эту строчку Boston Celtics. Да, я сыграл несколько матчей в предсезонных, в летнем турнире НБА, но шанс, что я останусь там, изначально был очень маленький. То есть ценен сам факт подписания контракта с клубом NBA, правильно? Очень многие начинающие баскетболисты
пользуются этой опцией, потому что на другой континенте, когда команды смотрят твое резюме и видят эту строчку, они автоматически считают, что ты неплохой игрок. Я когда готовился к интервью, сделал для себя открытие настоящее, что в Венесуэле играют в баскетбол. Что там, как в Венесуэле реально играют в баскетбол? Какого уровня там команда, как это все выглядит? Ты там был недолго, но все-таки. Определенно баскетбол не вид спорта номер один в Венесуэле. Что могу сказать, очень физически активная лига. Игроки очень часто идут на контакт, то есть нарываются на фолы, но очень грязная игра, но судьи при этом не свистят эти фолы, поэтому я не очень большой любитель именно такого контактного баскетбола, поэтому я рад, что меня там нет. Ну, тебе помогло избавиться от Венесуэлы потери паспорта, вернее, у тебя его украли. Можешь рассказать подробнее об этом тоже? Ты, слушай, ты хорошо подготовился. Откуда ты это узнал, эту историю? Google Forever. Я в ском автобусе и положил свою сумку с паспортом, с деньгами, с формой себе под ноги. И когда надо было выходить из автобуса, а автобусов там можно и заходить, и выходить из задних дверей, и из передних дверей, я просто не увидел свою сумку, просто, похоже, кто-то зашел из передней двери и, прихватив мою сумку, вышел в заднюю дверь. Там было все: деньги, паспорт, спортивная форма. И после этой истории, слушай, я был готов уехать домой. Ну да, я не смог, но я обратился в посольство, и за 4 дня мне решили проблему. Я уехал домой. Ну, с другой стороны, это же хорошо. Был повод уйти с грязного чемпионата венесуэльского, физического такого, как вы сказали. Окей, it was price. Да, слушай, да. А почему именно баскетбол? В Америке также популярен бейсбол, американский футбол. В американском футболе не все такие здоровые. Там скорость нужна для определенных позиций. Да? Почему именно баскетбол? Ховард Нейтан Джуниор, его двоюродный брат, он был одним из лучших баскетболистов в том городе, в котором рос Джамар, и, значит, все на него равнялись и хотели быть как он. И, во-вторых, старшая сестра Джамара, он ее не мог обыграть до 15 лет, она была просто монстр баскетбола. И, в общем, он рос и равнялся на этих людей, и они верили в свою очередь и в Джамара тоже, и поэтому баскетбол. А сестра-то в НБА попала в женскую? Да, она попала, она была задрафтована, да, она была, но у нее появились проблемы со здоровьем, и она вынуждена была уйти. Так, следующий вопрос у нас такой. Испания, Франция, там, Турция, Венесуэла, все достаточно теплые страны. Какая у тебя была первая эмоция, когда тебе предложили перебраться в Россию? Это не была проблема, а погода здесь в России такая же, как и у меня на родине. Конечно, играть в теплом климате было комфортнее, но это не большая проблема для меня. Ну, немножко неправильно, наверное, вопрос задал. Речь идет даже не столько о погоде, сколько о других байках. Там русская водка, медведи и так далее. Наверняка, когда ты думал, советовался с друзьями, все говорили, не ходи туда, там русская мафия, водка, медведи. Переведи уж сама. For sure. I mean, I had, some people in my family that were, very nervous about it because, the Russian mob, the Russian mafia, they're like, man,
Некоторые члены моей семьи очень обеспокоились, когда узнали про Россию, говорили, останься здесь, там, вот тренируйся, ходи в магазин. Но ты знаешь, то, что мы делаем, то, что мы видим по телевизору, это не всегда соответствует действительности, поэтому, когда я приехал сюда, я увидел, что все хорошо. Медведей не встретили, да? No beer, а? No beer, only vodka. I heard only vodka about Russians. Я ничего не слышал про медведей, но слышала, они любят водку. They like to drink vodka. Уже не первый год в России, в Казани русский язык есть успехи? Почему мы по-русски сейчас интервью не общаемся? Ну, я понимаю я знаю некоторые слова, но некоторые буквы, они вообще нет таких в Америке, в английском языке американском, поэтому я просто не могу их произнести. Как сейчас в Казани обустроен? Есть ли любимые места в городе появились какие-то? Из кухни, может быть, что-то из местной нравится? Сладости я люблю. Чак-чак? Татарские сладости я люблю. Ну, я люблю сладости. Чак-чак очень сладкий и очень вкусный. Мне нравится борщ, я люблю этот суп. Что касается любимых мест, то мне очень нравится PH-бар, приют холостяка. Я там, наверное, бываю 5-6 раз в неделю по одному-два, по 2-3 раза даже. Так, в прошлом, вообще вот последние сезоны, не считая этого, Уникс очень здорово играл в регулярном сезоне, и были проблемы в плей-офф, и из ряда постоянно с Химками. В чем причина? Не хватало сил или это психология? I mean, Khimki is a really good team. I mean, we're a really good team as well. You know, I feel like, you know, the last 2 years our team was really good as well, but, you know, Khimki is a good team. And, Химки, конечно, хороши, мы, конечно, тоже, но когда играешь против команд, таких команд, как Химки, с большим бюджетом, то каждый игрок команды, нашей команды, они должны выкладываться на паркете, просто вот показывать свой лучший баскетбол. Мы можем с ними играть, но нам нужно придумать, как сохранить вот эту уверенность и на концовку сезона тоже. Просто в регулярке два раза ЦСКА обыграли, еще более крутая команда, чем Химки, объективно. А в плей-офф вот как-то. Ну да. Сейчас ты капитан команды, что это значит для тебя? Это значит очень многое, но, наверное, самое большее – это то, что капитан должен быть лидером, вести свою команду, то есть хорошо быть лидером, когда все идет хорошо. А когда идут проигрыши, то он тоже должен не сдаваться и вести команду вперед. Наверное, вот это больше самая ответственная часть моей должности. Со стороны кажется, то, что вот со времен Кита Лэнгфорда в Униксе из года в год состав Уникса немножко слабее становится. Ты уже не первый год в Униксе и тоже можешь оценить, так это или нет. Ну так, объективно есть. Нет, нет. Ну, не согласен. Тогда, когда играл Кит, тем более команда ничего такого не завоевал, но я не хочу это сравнивать, особенно когда один игрок условно забивает 30 очков, а все остальные нет, то сейчас у нас другая команда, другой подход, мы играем в командный баскетбол, и я бы не сказал, что мы становимся слабее. Какие у вас взаимоотношения с Маккалумом? Вы все-таки, можно сказать, конкуренты по позиции, очень редко появляетесь одновременно на паркете. Насколько они дружеские или как у конкурентов?
you know, Eric, that's my brother, man. Like, you know, when he does well, I'm happy. Like, it feels like I'm doing good. So, I mean, if there's, you know, there's Нет, games конечно. he's Ну gonna да, score на 30, тренировках мы, maybe 40 конечно, с ним points, and соревнуемся, I won't но score much. мы с ним как And братья. I'm just as happy in those Когда он games на as игре I забивает am, you know, 30-40 when I очков, score я 20. радуюсь так же, как And he и... feels А the я, same условно, way. You know, ничего we не both cheer each забиваю other или on. забиваю мало, We я радуюсь за both, you него. know, wanna see Точно each так же, other как и он, succeed. когда я забиваю The там only около 20 competition is очков, он between me радуется and за him in меня. practice, И but не, we're мы on the как same братья, team, we on the и same мы mission, только and you know, we wanna улучшаем lift each друг other друга, up. игру You know, друг so, друга. you know, Нет that's my такого. brother. Yeah. I love when he do well. Когда продлевал контракт с Униксом последний раз, ты говорил в СМИ, то, что делаешь все, чтобы команда играла в Евролиге. Команда в Евролиге не играет, тебя это не гнетет самого, как, ну, с точки зрения тщеславия какого-то, желания играть в более крутых турнирах? Конечно, это мне не нравится, конечно, это меня гнетет, но я же не один играю, это не я или только тренер, но у нас командный вид спорта. У нас командный вид спорта, и я ставлю задачи перед собой, и перед командой тоже. И я очень соревнующаяся личность. То есть, да, конечно же, я хотела бы играть в лучшей лиге, и такую задачу я ставлю перед собой всегда. Переподпишу ли я на следующий сезон контракт с Униксом или с любой другой командой, я ставлю такие цели перед собой. И, конечно, то, что мы не смогли достичь наших целей, это меня угнетает, да. Из твоего ответа я правильно понимаю, если команда в этом сезоне не пробьется в Евролигу, ты вряд ли останешься в Казани? Want to resign your contract. Where did you get that? Где ты это понял? Слушай, ну, это задача была. Я не знаю, как ты это увидел из моего ответа. То есть моя задача, команду, которая играет в Еврокубке, перевести ее в Евролигу. Это не означает, что либо Евролига, либо ничего. То есть я хочу улучшить наш результат командный. Вы говорили то, что ты говорил, что готов взять российское гражданство. Почему дальше слов дело не пошло, не предложили или как? Ну, это был только лишь разговор. Сборная России, она сильна своим таким, знаешь, братским семейным духом, и я уважаю этот настрой. Поэтому, да, конечно, это был такой разговор, но, знаешь, я не возражаю, если мне предложат. Жизнь спортсмена, постоянные разъезды, гостиницы, самолеты и так далее. Чем заполняешь паузы? Игры, книги, музыка? Да, я слушаю музыку, я люблю такую медленную музыку, R&B и так далее. Иногда я играю игры, солитер, разные. Иногда я читаю, иногда я смотрю Netflix сериалы. Ну, слушай, стандартные такие способы. Все зависит от настроения, это стандартные способы развлечения всех спортсменов в аэропортах. Но при этом известно, что ты известный книгачей, то есть книг очень много читаешь. Что из буквально последних вещей тебя больше всего зацепило? I've been really reading about meditating, so I think that's probably what I like the most so far that I've been reading. Я в последнее время читаю про медитацию, мне действительно это очень увлекает, читать книжки про медитацию, различные техники. А учитывая, сколько ты книг прочитал, учитывая это, может, ты после завершения карьеры свою автобиографию напишешь или какую-нибудь художественную литературу на тему баскетбола? My grandfather wants me to do a book just about my life and, you know, some of the things that I've. Да, возможно, когда-нибудь я напишу, мне мой дедушка говорил, чтобы я написала о том, как, о моей жизни, как я рос, как все происходило. И еще насчет игрушек, компьютерных вопросик есть у меня. Вот сколько интервью брал с игроками, футболисты ненавидят играть в FIFA, хоккеисты ненавидят играть в НХЛ, баскетболисты, как правило, ненавидят играть в NBA на приставках. У тебя такое же? И если да, почему так?
I personally play NBA 2K. Я лично играю NBA 2K. Это моя игра с самого детства. Я рос, собственно, играя там круглыми сутками в эту игру, поэтому я играю, я знаю многих игроков, которые играют. Самый любимый ваш вид спорта, кроме баскетбола? Ну, от чего вы тащитесь больше всего? Как фанат, как болельщик, не заниматься? Like a fan, for example. Nothing. Нет? Nothing. А здесь к хоккею не пристрастились, а к барсу? Do you go to the hockey maybe here? No. Нет. I want to. Хотел бы, конечно, сходить на хоккей. Я был там всего лишь один раз, когда был ребенком. I would like to go again. Можно сказать про американский футбол, но я не фанат, я не сижу за всеми играми, мне нравится, да, но я истинный фанат баскетбола, то есть это моя настоящая любовь. А ты в курсе то, что Казань это не только Россия, но еще и Татарстан? Что знаешь про татар? That's a hard question. I have no clue. Food. Well, the sweets. I know the sweets. Сложный вопрос. Я знаю сладости. Я люблю татарские сладости. Я знаю слово айбет, и что у них свой язык татар. Но это, пожалуй, все. Напоследок достаточно такие провокационные, можно сказать, вопросы. Ты долго работаешь в России. Что думаешь вот о политической напряженности между Америкой и Россией? Чтобы она тебя как-то касается, не касается, своим мнением. Слушай, нет, мне не интересна политика. Вообще не понимаю, что там происходит. Мне это не интересно. Все, Бигзур Ахмед. That's all. Thank you very much. Thank you.